Привет, ребята. Только у нас вот Рома что-то запаздывает. Я тут. А что происходит? Ну, у нас передача. Сегодня. Точно. Привет, ребята. Привет, с вами новости за школьной партой. И с вами его ведущие Роман Константинов и Гузель Хамидулова. Сегодня мы расскажем вам о самых интересных новостях из школьной жизни. С началом нового учебного года в Канаше впервые за партой сели около 600 первоклассников. За первый месяц учебы ребята успели освоить школу, выучить имена преподавателей и влиться в учебный процесс. А это значит, что пора проводить торжество посвящения в первоклассники. На днях именно такое мероприятие прошло в третьей школе. С учениками первого класса встретилась наша съемочная группа. Уже месяц, как ребята знакомятся со школьной жизнью. И теперь настало время стать полноправными членами большой школьной семьи. Очень я хочу учиться, обещаю не лениться, а еще к 7 часам буду просыпаться сам. Без грамматики, друзья, нам прожить никак нельзя. Не составить телеграмму, ни открытку, не отправить. Даже собственную маму с днем рождения не поздравить. Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь они говорят, это ученики. Прежде чем совершить обряд посвящения в первоклассники, ребятам предстояло пройти несколько испытаний. Они выполняли задания на внимание, отгадывали загадки, обманки, играли в игры это я, да скажи словечко, собери портфель. После чего все дружно и торжественно дали клятву первоклассника. На уроке стараться и мух не считать, клянемся. Выполнять полностью домашнее задание. Клянемся. Учебник беречь, не бросать и не рвать. Клянемся. Приходить в школу без опоздания. Хорошо. Теперь первоклассники знают школьные порядки. Они окунулись в море знаний, испытали первые трудности и не дрогнули, и не запросились домой. И учителя могут с гордостью их назвать настоящими учениками, первоклассниками. Каждому ученику вручили свидетельство первоклассника. Праздник закончился чаепитием. Сегодня в нашей школе произошел замечательный день – посвящение в первоклассники. У нас целых 3 класса, и классы очень большие. Я в этой школе работаю очень давно, и у меня уже прошло через меня не одно поколение. Но вот этот набор, гляжу на них, и мне хочется работать, потому что они все такие задорные, глазки светятся, любознательные, очень интересные вопросы задают. И вот хочется, прошел только месяц, но они меня удивляют каждый день. И поэтому я каждое утро с большой радостью спешу на работу для того, чтобы своим деткам дать еще какие-то хорошие знания. В добрый путь, первоклассники. Надеюсь, что у вас все замечательно будет. Вот и наступил праздник – День учителя. В этот день дети несут красивые букеты и открытки с добрыми пожеланиями для своих наставников. День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе в 1965 году. И только через 30 лет был установлен Международный день учителя. 5 октября большое мероприятие, посвященное этому празднику, прошло в музыкальной школе. Подробности в нашем сюжете. 5 октября в музыкальной школе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителю. На празднике присутствовали педагоги, победители и призеры различных конкурсов. Николай Владимирович Малов тепло поздравил учителей с праздником. Я считаю, что это один из самых, наверное, дорогих и близких нам праздников, всенародный праздник, потому что он объединяет всех нас, объединяет наших детей, объединяет их родителей. И, конечно, все мы помним свою первую учительницу или учителя, и по жизни наш порой за ручку наши наставники, учителя вели мир знаний, свершений и созиданий. И, конечно, мы будем их помнить всю жизнь. 11 лучших учителей города наградил почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. 11 учащимся назначена именная стипендия на 2020-2021 учебный год. Табакова Юлия Николаевна, 9 класс, лицей государственной службы и управления. Абрамовой Надежде Сергеевне, 11 класс, школа номер 6.
Евдокимову Даниилу Вячеславовичу, 10 класс, школа номер 7. Как здорово, что нас окружает столько прекрасных людей, профессионалов, учителей, преподавателей. И, конечно, это счастье, что рядом с нами, на наших глазах, растут, подрастают и, уверен, станут достойными гражданами Российской Федерации. Это наши дети. Это ровно все, что мы сегодня делаем ради них, во имя их. Конечно, нет большего счастья для нас, для родителей, для взрослых, как удачи, успехи и победы ваши, дорогие ребята. Поэтому вперед и только вперед. Самым целеустремленным педагогом города Виталий Валерьевич Иванов вручил почетные грамоты Государственного совета Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики. Выразил 8 учителям благодарность от имени Министерства образования и молодежной политики нашей республики за высокий профессионализм, творческий подход в работе с одаренными детьми, за большую и плодотворную работу в деле воспитания и обучения подрастающего поколения. 12 педагогов награждены грамотой городской администрации, 2 – благодарностью главы города. 17 педагогов отмечены грамотой отдела образования. Всем организаторам и участникам мероприятия удалось создать праздничную атмосферу в зале. Пусть праздник прошел, но любовь и всеобщее восхищение великим учительским трудом останется навсегда. Мы поздравили своих учителей на концерте, пожелали им крепкого здоровья, поблагодарили за проявленную работу. Лично хочу поблагодарить депутата Государственной Думы Малова за сертификат на стипендию. Дорогие учителя, спасибо вам за наше воспитание. Мы постараемся в будущем вас не подвести. Еще раз с праздником! На сегодняшний день в нашем городе открылись центры гуманитарного и цифрового развития «Точка роста». Это платформа, на которой школьники могут получить дополнительное образование, профессионально научиться играть в шахматы и оказывать первую помощь. А еще создавать собственные проекты и многое другое. В третьей школе заработал общеобразовательный центр «Точка роста». Это важное событие для обучающихся, родителей, педагогов и жителей города. Центр «Точка роста» несет функцию общественного пространства для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, творческой социальной самореализации детей. Для обустройства всего необходимого в школе выделены 2 кабинета. Если благодаря манекенам можно научиться оказывать первую помощь, то благодаря очкам виртуальной реальности можно посетить разные уголки планеты и ознакомиться с музеями всего мира. На открытии присутствовало много гостей. Было интересно не только детям, но и взрослым тоже. Я поздравляю всех учащихся с этим событием. Точка роста – это точка опоры. И мы не должны оставаться на достигнутом. Мы должны научиться жить по-новому. Все в наших руках, в наших головах и в наших сердцах. Точки роста – это уникальная возможность для всех учащихся, родителей, педагогов и даже для жителей нашего города. Точка роста. Прекрасная возможность увидеть и раскрыть свои умения. Ученики 5-11 классов будут по-новому открывать для себя изучение таких предметов, как информатика, технология, ОБЖ. Умножить свои знания по робототехнике, трехмерному моделированию, шахматам, проявить себя в проектной деятельности. Владимир Токмаков, учитель ОБЖ, продемонстрировал квадрокоптер в действии, а Андрей Павлов, учитель информатики, показал модель, созданную с помощью 3D-принтера. Ученики 11 класса вместе со своим педагогом Смирьяновой Еленой Алексеевной провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации, продемонстрировали необходимые действия на манекене. Пожелаем детям и учителям новых побед. Роман Константинов, Павел Демин, Елена Блацова. Новости за школьной партой. На сегодня это была последняя новость. Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч. Ребята, берегите себя. Спасибо вам за работу. Коля, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.